Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Меры показывают эффективность. В Алданском районе снизились темпы роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. IT-технологии добрались до Ленска. Первыми испытали нейрогарнитуру воспитанники Центра доп. Образования «Академия знаний». Тепло в Якутии останется недолго. В столице продолжается снегопад. Озвучим прогноз погоды на ближайшие дни. Город удачно играет важную роль в развитии не только Мирнинского района, но и всей республики. Об этом заявил глава региона Айсен Николаев на совещании в Удачном. Представители местной администрации, руководства района и республики обсудили реализацию поручений главы по различным направлениям. Напомним, глава региона со вчерашнего дня пребывает в Мирнинском районе. Так, накануне Айсен Николаев работал в Айхале, который отмечал 60 лет со дня основания. Сегодня глава республики в Удачном посетил городскую больницу и пожарную часть. Айсен Николаев ознакомился с текущими делами структур, поговорил с их сотрудниками и выслушал пожелания. Перевозки пассажиров через реку Лену на воздушных подушках планируют проводить по маршруту с более благоприятной ледовой обстановкой. Это позволит нормализовать график движения судов, сообщает Центр управления регионом Якутии. Накануне в соцсетях появилось видео посадки пассажиров на борт судна на воздушной подушке «Ирбис». ЦУР Якутии зафиксировал свыше 15 жалоб. В основном на давку и неравномерность графика движения судов. Как оказалось, очередь была связана с образованием льдин у берега. Во избежание повтора такой ситуации к расчистке от льдин привлечены грузчики. Кроме того, перевозить пассажиров теперь будут по другому маршруту. При этом места посадки и высадки останутся прежними, сообщили в Ленотурфлоте. Тем временем готовят варианты строительства железнодорожной линии Нижний Бестях-Магадан. Ряд соглашений заключили железные дороги Якутии и инвестиционная компания РЖД Инвест. Также подписан договор на проведение расчетов финансово-экономических показателей по проекту строительства линии. Напомним, в этом году состоялась экспедиция по маршруту Якутск-Магадан. Основной задачей стал сбор материалов для подготовки предварительного обоснования инвестиций в строительство. В ходе экспедиции изучен опыт строительства и эксплуатации ЖД-линии Биркокит-Тамот-Якутск. Теперь к эпидобстановке. Еще 292 человека заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, из них в Якутске 140. В Алданском районе 15 случаев заболевания, в Мирнинском 14, в Нюрбинском 8, в Ленском 7. По 12 заболевших в Усть-Алданском и Хангаласском районах, по 11 в Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском, по 9 в Намском и Тампонском. Еще в 11 районах фиксируют от 1 до 6 заражений ковидом. За сутки лаборатории республики исследовали более 1700 проб на коронавирус. Темпы роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ снизились в Алданском районе. Завтра начинается вторая четверть учебного года, и алданские школьники отправятся в классы. Также с 10 ноября в районе возобновится работа учреждений дополнительного образования. Специалисты отмечают возросшую активность относительно вакцинации. На сегодня в районе против ковида получили вакцину более 20 тысяч человек. Между тем, в инфекционном отделении с подтвержденным диагнозом находятся 59 пациентов. Более 300 остаются под наблюдением врачей. Минимизация контактов в нерабочие дни дала положительный эффект. Впрочем, об улучшении ситуации говорить пока рано. Да, действительно так, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась практически вдвое за период локдауна. Что касается детей, то практически в 4 раза заболеваемость снизилась. То есть за позапрошлую неделю у нас было 40 заболевших детей, а за прошлую только 10. И, соответственно, все вот эти вот введенные ограничения, они способствовали снижению данной заболеваемости. Если будут сохранены ограничения по наличию QR-кода у гражданина, то за вакцинацию у нас еще больше будет прирастать. И на сегодняшний день мы вакцинировали более 20 тысяч человек, что составляет 78% от плана. Жителям Нерюнгринского района, получившим вакцину с 1 по 22 ноября, выдадут абонемент на бесплатный проезд в автобусе. В акции могут принять участие граждане, прошедшие вакцинацию либо ревакцинацию в Нерюнгринской центральной больнице.
Выбрать необходимо один проездной билет, либо на бесплатный проезд по пригородным маршрутам, либо по междугородним. Чтобы его получить, нужно обратиться в районную администрацию и предъявить сертификат о вакцинации, либо справку. Ее выдают медработники сразу после получения прививки. Подойдет и выписка из личного кабинета портала госуслуги с указанием даты получения вакцины, а также паспорт. Абонемент действителен до конца текущего года. Нерюнгринские школьники порадовали заболевшего учителя, сняв видеоролик со словами поддержки. Когда коварная болезнь коснулась педагога начальных классов, родители вместе с детьми не смогли остаться равнодушными и подготовили ободряющее видео. Учитель 2 В-класса школы номер 1 Лидия Егорова заболела и ушла на больничный. Ребят пришлось перевести на дистанционный формат обучения. Спустя некоторое время в родительском чате, где обычно принято обсуждать дела класса, одна из мам предложила найти стихи с пожеланиями выздоровления и крепкого здоровья и снять видеоролик для Лидии Арсентьевны. Родители с удовольствием разделили эту идею. Когда мы узнали, что наша учительница заболела, мы стали за нее волноваться, переживать. Позвонила родительница и предложила снять ролик. Родители отнеслись очень положительно, потому что у нас очень дружный класс. Они прям в восторге были, что мы решили сделать этот ролик. Результат очень хороший, мы все прослезились. Лидия Арсентьевна очень довольна. Она после этого ролика сразу пошла на поправку. И мы ждем, когда ее очень скоро выпишут. Быстро подобрали подходящий материал, раздали стихи ребятам. Каждый дома снял своего ребенка, и откликнулась мама, которая помогла смонтировать ролик. Трогательное видео было готово. Дети искренне с удовольствием читали строки, казалось бы, незатейливых стихов. Но именно они вызвали самые теплые переживания в душе любимого педагога. Дорогие мои ребята, мои друзья, спасибо, что поддержали меня в трудное время. Для меня это было бесценно, ваше внимание и ваше соучастие. Когда силы как будто на исходе, когда порой не знаешь, как справиться с ситуацией, именно ваша поддержка и участие сыграли огромную роль. От всего сердца благодарю вас, своих любимых учеников, родителей, за то, что не прошли мимо, нашли нужные слова, проявили внимание. Спасибо, что вы есть в моей жизни. Как показала практика, дистанционная форма обучения создает сложности как для детей, их родителей, так и для педагогов. Но нерюнгринские второклассники своим примером доказывают, что это не повод опускать руки, стоит лишь проявить фантазию. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. К другим темам перспективы развития молодежных движений в Якутии обсудили в Москве. В столицу приехали делегаты нового созыва молодежного парламента региона для встречи с руководством постпредства республики, а также со студентами-якутянами из Москвы и Санкт-Петербурга. В трехстороннем формате обозначены главные направления сотрудничества. Это совместные образовательные и патриотические мероприятия, подготовка к грантовым конкурсам, профориентационная работа со школьниками. Также в ходе встречи была озвучена одна из приоритетных задач нашей совместной работы с представительством. Это, конечно, совместная работа по имиджевой политике Якутии в Москве, ну и организация стажировок членов молодежного правительства, а также молодежных администраций, которые сейчас активно начинают свою работу в наших районах республики, в органах федеральной исполнительной власти здесь, в Москве. IT-технологии добрались до Ленска. Первыми испытали нейрогарнитуру воспитанники Центра доп. Образования «Академия знаний». Современная аппаратура предназначена для управления процессами памяти силой мысли. Как это помогает детям и пожилым людям, узнала Анна Кожевникова. Это воздействие на изменение процессов, происходящих на экране компьютера, наглядно демонстрирует, как нейрогарнитура силой мысли влияет на управление памятью. Способности человеческого мозга сегодня все активнее изучают ученые, и для этого внедряют вот такие инновационные технологии. И они как нельзя, кстати, применимы в обыденной жизни для развития памяти и концентрации внимания у детей, пожилых и людей с различными заболеваниями. Академия знаний Натальи Моисеевой сегодня единственный в Ленске центр доп. Образования, использующий IT-технологии. Обращается очень много детей
детей из многодетных семей, да, каких-то малообеспеченных, также пенсионеры. Им достаточно дорого оплачивать мои услуги, хотя у меня очень низкие, да, цены, но тем не менее я бы хотела выйти на социального предпринимателя, где смогла бы помогать большому количеству людей. А если это станет социальным проектом, то охват людей и польза, конечно, будет колоссальной. Очень классно, что у нас открываются новые направления в образовании, и этим занимаются наши резиденты. Например, у Натальи сегодня идет развитие по направлению IT-технологий. Она закупила нейрогарнитуру, что позволяет силой мысли управлять различными процессами памяти. По изменению мозговых ритмов в разных областях можно судить о том, какие задачи сейчас решает мозг. Например, ритмы меняются при переходе от бодрствования к засыпанию, при умственном напряжении и расслаблении и так далее. Такие нейротехнологии разработаны для реализации нескольких целей. Основные – сбор информации о работе мозга и контроль управления его процессами. Действует гарнитура по аналогу электроэнцефалографии. Соответственно, с помощью нейрогарнитуры можно тренировать мозг и контролировать его работу, что пока еще в диковинку для линчан. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Хроника безумия. Премьера спектакля под таким названием намечена на сегодня в Саха-академическом театре. Постановку подготовил театр юного зрителя республики по мотивам романа Федора Достоевского «Преступление и наказание». Спектакль посвящен 30-летию творческой деятельности заслуженного деятеля искусств Якутии Александра Титигирова. «Преступление и наказание» – гениальный роман, главные темы которого – преступление и наказание, жертвенность и любовь, свобода и гордость человека – обрамлены почти детективным сюжетом. Спектакль «Хроника безумия» представят на русском языке. Заняты в постановке молодые артисты театра. Вот этот спектакль мы называли «Хроника безумия», потому что вот этот, сам такой спектакль получился, что вот это не классический такой, да, и это как-то вот по-современному ставили, чтобы дети, например, вот пришли и посмотрели, да, и вот, например, вот книжку прочитали, вот Достоевского, это был бы наш успех, чтобы это... Тепло в Якутии останется недолго. 2 ближайших дня в столице температура воздуха будет не ниже -3 днем и -10 ночью. Это связано с прохождением циклона по арктическому побережью. Ожидается небольшой снег, но уже ближе к выходным синоптики прогнозируют сибирский антициклон. Осадки прекратятся, начнется прояснение. И уже 13-14 на западе и 15-16 ноября в центральных районах ударят 30-градусные морозы. Правда, ночью. Днем температура воздуха останется в пределах -20. Специалисты гидрометцентра отмечают, что если ранее ноябрь в Якутии считался полноценным зимним месяцем, то сейчас это скорее предзимье, что совершенно не свойственно для республики. Ночного выхолаживания нет, но и днем температура от -1 до -6 градусов. А в течение этой недели у нас пройдет еще один циклон. Траектория его будет южнее, чем этого. Он выйдет уже на материковую часть республики, поэтому он принесет еще свою порцию тепла и снега, и ветреную погоду в его тыловой части. И далее уже ближе к выходным у нас начнет восстанавливаться антициклон на территории республики, поэтому будет прояснивать, будет ночное выхолаживание. Сначала в пределах до 22-27, а начиная со следующей недели появятся 30-градусные морозы. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.